Это актуальное интервью в студии Петр Васильев. Здравствуйте. В парламенте Якутии 23-22 октября состоялось 14-е очередное пленарное заседание Государственного собрания Илтумен Республики Саха-Якутия 7-го созыва. В рамках повестки пленарного заседания парламентарии рассмотрели 51 вопрос. Какие актуальные вопросы рассмотрели депутаты, мы сегодня поговорим. Гость на студии Алексей Еремеев, председатель Государственного собрания Илтумен Республики Саха-Якутия. Алексей Ильич, здравствуйте. Доброе утро. А давайте начнем с того, с чего и стартовало пленарное заседание. Это с рассмотрения конституционного закона о внесении изменений и дополнений в основной закон нашей республики, которые предложены были главой региона Айсаном Сергеевичем Николаевым. Собственно, какие поправки внесены в законопроект и как повлияют они на нас? Ну, мы неоднократно через средства массовой информации доводили до людей. Я еще раз повторю, что эти поправки несут очень конструктивный характер. Они выверенные поправки, они долго готовились в течение нескольких месяцев. Они связаны с тем, что у нас произошли большие изменения, прежде всего, в самой Конституции Российской Федерации, и принят базовый федеральный закон, 414 федеральный закон об общих принципах организации органов государственной власти в субъектах Российской Федерации, единой системе публичной власти, также 33-й федеральный закон о местном самоуправлении, единой системе публичной власти. Кроме этого, у нас были там некоторые статьи, которые еще не стыковались с федеральным законом, допустим, по закону об образовании. Сейчас люди спрашивают об этом, я должен об этом сказать. Государство гарантирует начальное, дошкольное, начальное, неполное, среднее, общее образование всем нашим детям. Кроме того, это не говорит о том, что 10 и 11 классы они будут учиться платно. Это тоже государство берет на себя полностью обязательства. И ребенок просто 9 класса должен выбирать. Он дальше продолжает учиться в школе в 10-11 классе, либо же идет в колледж и получает среднее профессиональное образование. Мы его ни в коем случае, в этом случае не должны ущемлять. До 9 класса родители будут нести полную ответственность за его образование. Кроме того, в этой же статье говорится о том, что государство предоставляет и в государственных, и муниципальных, и ведомственных высших учебных заведениях бесплатные учебные места для тех, которые имеют соответствующие баллы и соответствующие знания. Так что тут волноваться зрителям об этом не стоит. Мы уже живем по этим правилам. Просто мы внесли соответствующие изменения в 22-ю статью Конституции Республики Саха-Якутия. Следующее — это у нас изменения, связанные с исполнением обязанностей, временно исполняющей обязанности главы республики. У него были такие же полномочия, как у и главы республики. Мы его немного урезали, потому что временно исполняющий обязанности главы республики Саха-Якутия теперь он, во-первых, не может распускать государственное собрание Илтумен Республики Саха-Якутия, не может также он назначать соответствующие выборы, и нужно будет сказать, что у него самое главное, появилось право распускать правительство Республики Саха-Якутия. Раньше этого права закреплено в Конституции у него не было. Но это естественно, если новый человек приходит, то, соответственно, с ним должна приходить новая команда. Вносить изменения в Конституцию он тоже не может. Не может. Временно исполняющий обязанности. Только легитимно избранный, то есть после соответствующих выборов глава республики может вносить соответствующие изменения в Конституцию Республики Саха-Якутия. Следующие у нас изменения связаны это с правом главы республики по продаже из Государственного фонда хранилища драгоценных металлов и драгоценных камней. Вы, наверное, помните, что у нас были времена и в 90-е, и в 2000-е годы, что это право вообще не было закреплено за главой, за президентом республики, но никто не знал, как он ими распоряжается, сколько тонн золота там лежит, сколько там каратов алмазов и так далее, и так далее. Сейчас отныне это право у него конституционно закреплено, но оно будет полностью отражаться ежегодно в законе о государственном бюджете Республики Саха-Якутия. То есть мы вводим соответствующую прозрачность всех этих операций. Если даже
1 карат, полкарата алмазов, либо же там грамм золота будет реализовано, либо наоборот приобретено государственным хранилищем, это будет отражаться в государственном бюджете Республики Саха-Якутия, то есть законодатель. То есть об этом будет знать парламент республики, общественность республики и так далее. Следующее изменение, это касается местного самоуправления. По местному самоуправлению мы после внесения изменений в Конституцию, не секрет, что будем принимать закон о местном самоуправлении. Это большой базовый закон будет. Это на следующем пленарном заседании в первом чтении и на внеочередном декабре мы собираемся принимать его во втором и окончательном чтении после соответствующего, конечно же, обсуждения. Там у нас изменения такого характера, что раньше у нас, если в старой редакции Конституции были полномочия полностью расписаны между районами и поселениями, то теперь, так как у нас в базовом 33-м федеральном законе он вообще предполагал одноуровневую систему местного самоуправления, то есть они были сведены все в одну кучу, нам придется их разделять своим республиканским законом. Соответственно, мы сделали отсылочную норму на республиканский закон, чтобы все это не прописывать в Конституции Республики Саха-Якутия. Собственно, суммируя все поправки, я так понимаю, они направлены на то, чтобы мы и дальше продолжали жить в едином правовом поле с нашей страны. То есть мы уравниваем, получается, под... Конечно, конечно. Это же мы единая страна, мы единое правовое поле, единое правовое пространство. И соответствующие статьи Конституции Республики Саха-Якутия нужно приводить в соответствие с федеральным законодательством, потому что они не должны противоречить друг другу, во-первых. Во-вторых, конституционные гарантии, те гарантии, которые закреплены в федеральном законодательстве, они должны быть конституционно закреплены у нас в Республике Саха-Якутия. Конституция — это прежде всего гарантии. Я предлагаю поговорить немного о законопроекте бюджета, который также принимали в рамках сессии на 26-й плановый период 27-28 годов. Безусловно, главный финансовый документ принимается в непростых условиях, финансовых сложных. Какие приоритетные направления учтены в первом чтении пока еще? В первом чтении у нас учтены на сегодняшний день, прежде всего, это, конечно же, вся заработная плата бюджетной сферы без ограничений, в соответствии с повышением минимального размера оплаты труда это будет индексироваться. Мы предусмотрели все социальные выплаты, которые нужно будет сделать государству в следующем 2026 году. Мы предусмотрели все расходы, связанные с содержанием объектов, хотя там по субсидиям коммунального комплекса у нас пока еще сумма не достает, но в рамках второго чтения мы постараемся все это довести до логического завершения. Мы также предусмотрели в основном те расходы, которые несут наши все государственные 27 программ по тем направлениям, где идет у нас реализация национальных проектов, оглашенных президентом Российской Федерации. Их софинансирование со стороны Республики Саха-Якутия. В рамках второго чтения, конечно, эта сумма будет, сейчас пока утверждены параметры в размере 307 миллиардов рублей, но я думаю, что в рамках второго чтения мы доходы дополнительные получим и, соответственно, будем распределять эти доходы по тем направлениям, где у нас не хватает. Особенно это по арктической группе УЛУС. Ну вот сегодня по итогам первого чтения можно сказать, что бюджет у нас сохраняет свою социальную направленность. Социальная направленность, да. Состоялся и правительственный час о состоянии сферы ЖКХ в республике. Какие вопросы поднимали парламентарии? Но вопросы ЖКХ парламент поднимает уже не первый год. Я лично поднимал этот вопрос неоднократно, потому что мы видим, что субсидии коммунального комплекса, они просто-напросто растут непомерными темпами. Они сейчас уже достигли таких размеров, что в этом году, допустим, в 2025 году мы не сможем полностью отфинансировать коммунальный комплекс и опять, наверное, будем переходить соответствующими долгами на 2026 год. Поэтому речь стоит о том, и парламентом была поставлена правительству задача, и главой Республики Саха-Якутия о том, чтобы был разработан комплекс мер по снижению размера субсидий из бюджета Республики Саха-Якутия. И для этого целый комплекс мер правительство республики разрабатывает.
Такой же аналогичный правительственный час мы провели весной, когда все это начиналось, когда план нам предоставили. Сегодня, вчера мы услышали первые результаты, которые сделало правительство Республики Саха-Якутия в этом направлении. Но они сразу же эффект не дадут, я об этом хотел бы сразу телезрителям сказать. Эффект они будут давать уже где-то в 26-27 году. Алексей Ильич, я понимаю, что сейчас грядет у нас второе чтение законопроекта, где будут учтены в том числе и новые параметры бюджета. Вот сегодня какие интересы и инициативы лоббирует Госсобрание Илтумен уже на федеральном уровне? Я понимаю, что и эта работа и там начнется, правильно? На федеральном уровне, конечно, мы ставим вопрос прежде всего по тому, чтобы наконец-то федеральный центр нам помог по субсидированию внутрирайонных тарифов на авиаперевозки. Они нам говорят, что это полномочия Республики Саха-Якутия. Не первый год мы этот вопрос ставим, но мы настаиваем на том, что это очень большая территория, 1/5 часть России, где большая группа районов наших имеет сообщение с республиканским центром, городом Якутском, только через авиацию. Самолеты старые, тарифы очень у нас большие. Соответственно, Республика Саха-Якутия из собственного бюджета она пытается субсидировать эти билеты, но получается там в среднем где-то из 50 кресел, допустим, на Ан-24 мы берем только 9 кресел, которые субсидируются. Мы просим федеральный центр, чтобы они взяли на себя еще хотя бы 9 кресел, чтобы софинансировал, чтобы хотя бы 20 кресел из 50 у нас были субсидируемые авиабилеты. Но Министерство транспорта Российской Федерации с этим соглашается. Наконец-то согласилось с нашим мнением Министерство экономики Российской Федерации, но сейчас дело за Минфином. Следующее, это у нас, мы лоббируем сейчас Государственное собрание, как раз вчера мы инициировали проект закона о том, что те семьи, которые не получили соответствующее жилье и которые были зарегистрированы как аварийное и ветхое к 1 сентября 2017 года, а их у нас немало осталось, которые не получили это жилье, они могли бы получить жилье со следующего этапа, то есть с другого этапа, когда у нас совершенно другой контингент лиц туда вошел, но федеральные деньги уже поступают. Допустим, в этом году 3 миллиарда рублей, в прошлом году 6 миллиардов, в следующем году 6 миллиардов рублей еще, возможно, добавится. И у нас, чтобы возникло право у Республики Саха-Якутия использовать эти деньги для тех семей, которым мы не смогли обеспечить жильем, которые встали на учет на 1 сентября 2017 года. А их у нас немало, это порядка 9 тысяч человек. И почему такая диспропорция вышла? Да потому что у нас там цена квадратного метра возросла, и те семьи, которые встали на учет, они не смогли получить это жилье. Эта инициатива, в принципе, поддерживается соответствующим профильным комитетом Государственной Думы. Я думаю, что мы добьемся цели. Ну что ж, Алексей Ильич, я понимаю, что эта работа будет продолжена и до конца года финансового и календарного. Насколько я понимаю, работы у парламента действительно еще впереди очень много. Будем с нетерпением ждать и результатов второй, так скажем, части пленарного заседания. Я благодарю вас за интересную беседу. Спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Спасибо. Это было актуальное интервью. До встречи.